Иди, мой мальчик, иди, мой хороший. Не боитесь такому волку впасть в руку? Ну, конечно, страх присутствует. Дикому животному любому нельзя доверять, какое бы оно ручное не было. Но я их просто вырастила с маленького возраста. Наглядчик і ветэрынар Акцябрскага зоопарка Крысціна Халадок быццам жанчына ваўчыца. Юныя пухнатыя пастаяльцы ваўкі Маша і Саша успрымаюць яе не інакш як маці родную. Им месяц было, когда они поступили. Они обессиленные были, мы их с бутылочек еще кормили. Мясо учили есть. Вот ко мне они нормально. Ну, не ко всем. Поступили они обессиленные. 4 их привезли. И вот только 2 осталось, потому что они, как правило, очень тяжело их выходить всех. Выратаваннем жывёл у гарадскім пасёлку Акцябрскія займаюцца ўжо 23 гады. Улетку 2003-го дабрачынны рух тут адкрыў дзікі кабанчык Топа, якога знайшлі у лесе. Все начиналось с одного вольера. Вот в одном вольере пожил этот дикий поросенок, потом появился пони наш, который по сегодняшний день живет у нас. Здесь у нас ястребы, которых ходят люди, где-то на обочине с подбитым крылом, где-то просто обессиленные. Если они обессиленные, мы восстанавливаем им силы, выкармливаем, пускаем в дикую природу. А с подбитыми крыльями, естественно, они уже не жильцы в дикой природе, они не выживут, просто они будут легкой жертвой для других хищных птиц, и они остаются жить у нас. Пошли, иди сюда. Иди, мой мальчик, иди, мой хороший. Паўліна Гошы ў беларускіх лясах, вядома, ніхто не знаходзіў. Ён набыты спецыяльна для біяразнастайнасці. За 20 гадоў плошча зоопарка вырасла. Жывёл тут уже больш за 70 відаў і каля 400 асобін. Пухнатыя пастаяльцы тут як дзеці, амаль усе маюць імёны. Это енот Полоску, наш малыш по кличке Сникерс. Любит очень бананы, конфеты, шоколадки. Но ему это в изобилии, конечно, не дается, потому что вредненько будет в большом количестве. Но так побаловать, конечно, приносим. Тяжелый парень. Килограмм 15 под 20 весит. Как взрослая собака, хорошая. Аднак песціць жывёл трэба асцярожна. Некаторыя прысмакі могуць проста забіць. І гэта праблема шматлікіх зоопаркаў, калі ад рук наведвальнікаў жывёлы гінуць. У нас посетители очень часто, хотя везде развешаны таблички, что кормить запрещено, особенно хлебом, потому что для диких животных хлеб – это яд, особенно свежий хлеб. Потому что там содержатся дрожжи, которые вызывают брожение в желудке, особенно у жвачных животных, у диких копытных. Бывали случаи, да, перекармливали, но мы успевали спасать многих. Капельницы делали, но, как правило, некоторые животные погибали от рук посетителей. У кулінарнай бяспецы тут хіба што Міхал Патапыч. Кажуць, ён самы вялікі мядзведзь у Беларусі. У шматслойнай клетцы яго дрэнна бачна і наведвальнікі блізка не падыходзяць. Між тым, новае паступленне жывёл арганізуюць егеры, прыродаахова і проста добрыя людзі. Ну а ветэрынар Крысціна працягвае несці сваю службу. Узамен атрымлівае не толькі заробак, але і тое, што яшчэ больш каштоўнае. Животные дают очень много доброты. Здесь работать мне очень нравится. Я здесь отдыхаю душой. Ірина Драбушевская, Ігор Марышенко, телерадиокомпанія «Гомель».